Это ущелье Туюк до революции 17-го года принадлежало моим предкам. Я в юности в этом ущелье бывал не раз. И здесь нет скотопрогона для того, чтобы на Джило попасть. Поэтому это ущелье сохранилось в первозданной такой дикости. И я имел счастье соприкоснуться именно с дикой, нетронутой природой. Здесь были непуганные звери и птицы. Вот только на пути сюда обязательно можно было встретить несколько зайцев, лисиц встретить. Я уже не говорю о том, что в этом ущелье были сурки. Сейчас вот их нету практически. Здесь летом можно было встретить также барсука. Ну, в общем, зверь здесь водился, самый разнообразный. И он не боялся особенно людей, чтобы он где-то панически за сотню метров прятался, убегал, такого не было. И это всегда были очень такие интересные встречи. И, по-видимому, вот эти впечатления от такой дикой, нетронутой природы, и природа, которая чем-то так близка. И в конце концов сделала то, что я выбрал свой жизненный путь, связанный с сохранением этой дикой природы, с сохранением того вообще, что создает условия для существования человека на этой планете. Эмиль Джапарович Шукуров, мой брат, один из старших братьев. У меня было два брата, Эмиль и Иркин. Эмиль являлся для нас особым. Особенность его заключалась в том, что он был порядочным, добрым, отзывчивым. И самое главное, его вот эта отзывчивость отражалась на всех нас. Особенность его то, что он обладает таким особенным качеством, вот у него есть такая какая-то непонятная нам ласковость. Ласковость. Он может и пожурить, и сделать замечание, но это сделано так, в таком ласковом тоне, что не прислушаться невозможно, и в то же время не выполнить невозможно. Он может все это сделать очень корректно, доходчиво, но в то же время отдающее в тебе неприятным таким ощущением того, что ты действительно натворил то, что тебе не нужно было делать. Вот когда я сама делала кандидатскую диссертацию, я могла к нему обратиться в любой момент по тому или другому вопросу в отношении того, что как вот по оформлению, даже по оборотам речи. Он мне спокойненько так, говорит, вот слушай, вот так и так надо сделать. И это все будет сказано в таком тоне, в такой штуке, как будто, ты же все это сама знаешь, конечный итог. Значит, я просто не догадалась вовремя подумать об этом. Так получается. То есть это вот особенность его черты, я так считаю, потому что все делается не навязчиво, но в то же время так, что ты понимаешь, что это нужно и приятно, и в то же время действительно так и надо сделать. Убеждает очень убедительно и хорошо. Вот, то есть это способность, как его называется, как можно сказать, способность дипломатии у него. Очень сильная у него дипломатия. Вот это мне его черта характера нравится. Не только нравится, но и руководит мою всю жизнь его дипломатические отношения. Я с Эмилем Джапаровичем дружен уже больше 60 лет. С самого раннего школьного возраста мы сидели за соседними партами, учились в одном классе. Класс у нас был
очень пестрый, многонациональный. Вот помимо киргизов там были русские, украинцы, евреи, был армянин, грузин, осетин, ну, татары, естественно. И несмотря вот на такую национальную пестроту, мы жили очень дружно, мы буквально как братья были. Мы всегда очень дружно всем классом избегали занятий, мы проводили разные мероприятия. В общем, класс был великолепный. И в этом очень большая заслуга наших учителей. Вот среди вот этой пестрой компании Эмиль выделялся тем, что он прекрасно владел русским языком. И наша русистка светлой памяти Евпраксия Павловна Масленникова-Брунберг, это из тех ссыльных, которых по политическим соображениям выслали из России сюда. Вот. Она очень любила его, потому что он лучше всех писал диктанты на русском языке. Вот удивительное дело, кыргыз, а лучше всех остальных владел языком. Евпраксия Павловна была таким строгим, дотошным учителем, что добивалась от нас не только знания предмета, но и владения речью. Вы можете обратить внимание, насколько рафинированная у Эмиля Джапаровича сейчас речь, вот стилистически, как она выстроена. Это мало кому дано. Это все от заслуги Евпраксии Павловны. У нас был, уж не помню имени, но фамилия Жилинский, преподаватель биологии. Он настолько ярко давал этот предмет, что процентов 30 класса пошли учиться на биологию. Вот в том числе Эмиль Джапарович под влиянием Жилинского пошел учиться по биологии. А в глуши забытое селение застыло в горной тишине. Уснуло времени течение, уснули звезды в вышине. И нет надежды, ожидания, ушла по прошлому печаль. Ни встреч нежданных, ни прощания. Стоит стеной пустая даль. И непонятное послание по снегу чертит след зверей, но остаются без внимания послания, знаки у дверей. Я думаю, что на самом деле тот путь, на который стало человечество, это тупиковый путь. Человечество на этом пути вырождается, потому что, если мы становимся обществом потребления, если нас должны все ублажать, и если природа, если ее сохранять только потому, что она позволяет получать какие-то экономические выгоды или же туристические, так сказать, блага. То есть, опять же, если природа нас не развлекает или не дает прибыль, она, значит, не имеет права на существование. Это воспитывает в человеке совершенно чудовищный эгоизм. И этот эгоизм от взаимоотношений с природой переходит на взаимоотношения между людьми. Мы не замечаем, насколько мы потребительски начинаем относиться друг к другу. Мы уже очень часто не замечаем самоценности другого человека, если он для нас невыгоден или не интересен чем-то. То есть это, вообще-то говоря, во многих отношениях вырождение человека, духовное вырождение человека. И вот это все идет параллельно. И это указывает на то, что современная цивилизация, глобальная цивилизация, в том виде, в каком она сейчас реализуется на планете, это тупик. И не просто тупик, но и путь к пропасти.
Почему я Эмилию уважал и еще в детстве очень любил, когда он мальчишкой был, мы вместе выросли, отцы наши дружили с семьями и так далее, и так далее, и матери наши дружили. Вот такой был очень самостоятельный мальчишка, молчаливый, немногословный, очень покладистый, что скажет, то и делает, ну, пионерчик мы. И в конце концов своими силами, собственно, несмотря на гнет, на все унижение и прочее, прочее, вот он настолько увлечен был своей темой природой, остался верен, вот до сих пор работает, трудится как ученый, как государственный деятель. Для меня он прежде всего является примером самоотверженного труда, науки, труда во имя науки. Он никогда не выпячивает себя, скромно трудится, и в то же время его труды обладают каким-то значением такого глобальным, обладает таким глобальным значением, что прежде всего подкупает в его трудах. В них это органически переплавляются данные биологии, географии, то есть естественно-научных наук и философии. И его мысль непринужденна, и в нем нет такой какой-то провинциальности. Он мыслит спокойно, непринужденно, как будто это преподает лекцию. И в учениках у него не один Кыргызстан, а весь мир. Сейчас очень модно говорить о великих наших предках и говорить о том, что мы вот потомки Манаса, и что уже это нас выделяет среди других народов. И очень много разговоров относительно самобытности кыргызов. Но на самом деле всем своим поведением и население, и власти они не воплощают сам дух тех взаимоотношений, которые веками, тысячелетиями существовал в кыргызском обществе, как во взаимоотношениях между людьми, так и в взаимоотношениях между людьми и природой. Мы, пытаясь, как бы возвеличить прошлое, тем самым как бы выделить себя, на самом деле не пользуемся уроками, которые нам оставили в наследство наши предки. А именно, вот эта прекрасная природа, которая была оставлена нам в наследие, она сейчас разрушается. На протяжении сотни лет мы разрушили то, что они сохраняли на протяжении тысячелетий. Для каждого растения, то есть оно принесено, предположим, с Искуля. С Эмилем Шукуровым можно проводить многие-многие часы, и никогда не устаешь от его рассказов о нашей стране. Он специалист не только в своей области исследований, он действительно обладает очень богатыми знаниями о нашей с вами стране, о нашем народе, о новейшей истории нашего с вами государства. Его рассказы о том, как выглядел ландшафт Иссык-Куля, скажем, антропогенная ситуация в различных областях нашей страны, ситуация с заповедниками, ситуация с фауной, взаимоотношения людей с природой, с окружающей средой, какая политика проводилась властями центральными, местными и в советский период, и уже в независимом Кыргызстане, какие инициативы осуществлялись, и как они доводились или не доводились до конца, по каким причинам. Вот обо всем об этом Эмиль Джапарович очень интересно рассказывает, как
непосредственный зачастую участник всех этих событий. Человек с поразительной памятью, несмотря на уже немолодой возраст, очень завидная для любого молодого, я думаю, специалиста, ясность ума, концентрация, память, помнить все до мельчайших деталей. Я буквально вот несколько месяцев назад был приятно удивлен, насколько высокий талант Эмиля Джапаровича, художественный талант. Он прекрасно рисует. Я надеюсь, что мы сможем в Академии государственного управления организовать выставку работ Эмиля Шукурова. Мы всячески в Академии стараемся использовать талант Эмиля Шукурова, привлекли его для преподавания дисциплин об экологии, об охране окружающей среды, о государственной политике, чувствительной к проблеме окружающей среды в программах бакалавриата и магистратуры. Студенты в восторге от Эмиля Шукурова. И я надеюсь, что он сможет посредством преподавания хотя бы часть своих знаний передать молодому поколению. Не только даже свои знания, а вот этого частичку своего трепетного отношения к нашему народу с вами, к нашей стране, к нашей природе. Я считаю, что нашему фонду и лично мне чрезвычайно повезло встретить и работать с Эмилем Джапаровичем Шукуровым. Эмиль Джапарович наш бессменный консультант, эксперт, помогает нам в реализации наших проектов. И он очень часто участвовал в публичных лекциях, которые мы организовывали как для студентов, преподавателей или широкой публики. И каждая его презентация была особенная, он никогда не повторялся. Через свои лекции, через свои публикации, через выступления он несет основные, на мой взгляд, очень важные вещи. В наш век, который сегодня наполнен системным кризисом в духовном, мировоззренческом отношении, он говорит о том, что необходимо беречь и сохранять ту экологическую мудрость и знания, которые передаются в нашем народе из поколения в поколение. И сегодня очень важно не потерять эту связующую нить, соединяющего человека и природу. Он бывает резок, он бывает очень критичен, особенно в отношении к государственным чиновникам, которые принимают не всегда дальновидные и продуманные решения в области охраны природы. Вот он такой, его многие не любят, но он неудобный человек, но несмотря ни на что, он продолжает оставаться на своих принципах и убеждениях. Человек, наделенный способностью видеть систему в целом, и он применяет целостные подходы в поиске решений для лечения болезней общества и природы. На протяжении тысячелетий традиции кыргызского народа позволяли сохранять гармоничное отношение как внутри общества, так и между обществом и природой. Нам осталось в наследие практически нетронутая природа. Замечательные леса, прекрасные пастбища. И вот на протяжении сотни лет мы это все разрушили. И сейчас одна из важнейших задач – это вернуться к опыту предков положительному и возродить в новых условиях те культурные традиции, в новых формах эти культурные традиции возродить, которые позволили бы нам действительно быть достойными наследниками нашего великого прошлого и достойными жителями этой прекрасной страны, которая является Кыргызстан. Давно, каждый новый весенний порой, так страстно хотелось уехать в страну за горой. Там все оживает,
Там блещет роса на цветах, там первые ливни и птичьи слышны голоса. Приносят они память странных, невиданных звезд, и в остром томлении колдуют над таинством гнезд. И с каждым явленным из акта творения яйцом они замыкают времен мироздания кольцо. Давно, уж давно это было со мною. Давно, когда закипало и стыло желание одно — уйти от казавшихся нужными дел. Хотел я уйти, но уйти не посмел, не сумел. Давно это было, и было ли это со мной? И лишь сожаления нежданно нахлынут весной, и словно не знаю, была ли за горой страна, страна, что манила, лишая покоя и сна. А птицы летят и летят надо мной в вышине, пустеет вокруг. Остаюсь я один в тишине, с ненужным умением, ненужное время делю, ненужное бдение ненужному рвенью дарю.